Отношение к митингу с точки зрения религии высказал известный в республике богослов Ахмед Тангиев. С его слов, митинг в Магасе приобрел религиозный подтекст, но ничего общего с религией, по его мнению, он не имеет. Прежде чем выйти, выступать или совершать подобные действия, мы должны обратиться к знающим людям. Аллах Всевышний в Коране говорит: «Фасалю ахля зикри ин кунтум ла та'алямун». Спрашивайте знающих, если вы не знаете. Люди пошли, я сам присутствовал на том собрании, где некоторые лидеры этого митинга присутствовали. Они им сказали, что все, что вы делаете, это не соответствует шариату, что это неправильно, что вы должны распустить людей и так далее. Меня больше всего удивляет, что люди себя причисляют глубоко религиозным людям, глубоко верующим людям. Но проблема некоторых людей в том, что когда имам говорит то, что ему нравится, он его возвышает и говорит: лев Аллаха там, или еще что-нибудь, такие громкие имена дает имаму. Но как только имам ему говорит то, что ему не нравится, он говорит: все, он маску снял со своего лица, он стал лицемером и так далее. Мусульманин не должен опускаться до такого уровня. То есть мусульманин, насколько бы ему тяжело и неприятно не было, когда ему говорят, что это нельзя делать, что это не соответствует шариату, он должен подчиняться в том, что приказал Аллах Всевышний и его посланник. Сподвижники пророка Мухаммада, Аллах Всевышний, описывая их качества, говорит, что когда им что-то приказывают, они говорят: «Сами'на ва атa'на», мы услышали и мы подчинились. Вот оно качество верующих. Поэтому вот этот митинг, к сожалению, они придали такую религиозную окраску этому митингу. Никакого отношения к религиозной окраске этот митинг не имеет. Второй вопрос, то, что они обзывают там изменниками, предателями тех, кто их не поддержал. Во-первых, для тех, кто это пишет и это говорит, я бы им посоветовал вообще изучить тему намерения, искреннего намерения. Когда мусульманин что-то делает искренне ради Аллаха, его не волнует, что делают другие. Его волнует, что его намерение должно быть искренне. Но когда человек выступает и называет всех трусами, и называет всех изменниками, то я бы ему посоветовал разобраться в своем намерении, потому что его намерение под вопросом. Вряд ли оно ради Аллаха, если его интересует, что делают другие. Также Аллах Всевышний, описывая качество верующих, говорит в Коране: «Ля яхафуна лявмата лаим». Они не боятся порицания порицающего. То есть, если человек выполняет то, что он выполняет, и он знает, что в его действиях нету порицания со стороны Всевышнего Аллаха и его посланника, то есть он уверен, что то, что он делает, это в рамках шариата, то его не должно волновать, что о нем скажут. Аллах Всевышний говорит, что они не боятся порицания порицающего. Вот это качество верующих. Поэтому меня, с другой стороны, удивляют и те люди, которые обижаются, что их там называют предателями. Ну и что? Если он действительно знает, что он не вышел за рамки шариата, и если он действительно поступает в рамках шариата, то ему не надо бояться, что его кто-то там назовет